Семен сейчас будет угощать мясными деликатесами, то есть якутскими. Чира, вот спинка холодного копчения, там вот жеребятина холодного, то есть вяленая. Вяленая все. Да, и оленинка у нас вяленая, да? Вот. Мирам, пробуй. Вкусно вообще. Чиры-боль. Это ты взял, по-моему, чуть-чуть оленина и это жеребятина, да. Мороз сейчас ударил, он чуть-чуть подморозился. Вот. Такой... Там вот табунка привезли маленько. Вот. Ну и, конечно, гость программы это вот чир. Пожалуй, наверное. Одна из. Омуль есть, еще. А еще у нас омуль остался, этот соленый. Да. Пробуйте, пробуйте, ребята. Пробуйте. Со всего помаленьку пробуйте. Вот этот пробуйте. Жеребенок, это не этот. Так, еще ряпушку привезли маленько. Ну и, конечно, омуль, который мы, собственно, с Семеном сами и ловили осенью. Солили тоже так же. Солили сами также, да. А мойва это мойва. Вообще мойва отличается просто. Жирная. Мойва у нас нету яйца, так. А у нас что продают? Ну, продавать, может, и продают, но... Не, у нас-то нету, да. Не, у нас не лопс, конечно. Где растет картошка. Морская вообще мойва же рыба. Морская, да, а это нет. Ну это жирнее, да? Это, ну, получше. Ну, попробуй, она тоже такая. Не, рано еще, по-моему. Сейчас Мирам нам исполнит что-то из своего репертуара. Амаша той думандın kanatır sayın Sol gidi жанымда sen жанудырсың Амаша жексен бәгін гүл басындай Тұнықтан балық аулап бал отырсайын Амаша тойлауылдың күнін көрсең Күнде солайдай сұлу теңін берсең Амаша достарыңмен дала кетсін Қорқалы туған жердің гүлін көрсең Амаша қырдан қызыл щука ауласайын Щукаға шабақ қосап қиқулатсай Амаша қанбағыңға қандап қайтсайын Амаша соның бәрі мүмкін болсайын Амаша жүрегімді ұстамасайын Кредит жан-жағынан қыстамасам Тамаша тамашамыз бірақ қалғым Бір мезгіл кетпен көріп ұстамасайын Тамаша тамашамыз бірақ қалғым Бір мезгіл 100 граммнан тастамасайын Браво! Уже все готово, да? О, Илюха здесь себя не щадя. Ребята, я вот смотрю, знаете, Несмотря ни на что. ребята выходят, им так жарко, они расстегнуты. На улице минус 42, мне кажется. Может быть, чуть-чуть больше даже. Но я не сдаюсь. Я хочу ребят накормить. Красавчик, да? Вот это, да, настоящий узбекский плов. Слава, это просто нереально, ты понимаешь? Это уже и ветер не в тебя дует, прикинь. Ну да, вкусно пахнет. Только начало. Я не знаю, казан видно вам, нет? Нет, не видно. О, о. О, видно. Главное, чтобы тебе видно было тоже. Я на вкус. На ощупь? На ощупь. Я на нем кайфую сейчас. Теплый вообще, Костя. Подогревом, да? Батарейка где-то батарейка. Костина. Классные у тебя эти тапочки. Там на столе пакет
горохом. И в чашке барбарис. Вот я замочил его. Что ты завел? Что, давайте, может, это общий фото, и мы это отдадим. Илюха. Давайте. Конечно. Илюха, ты же положишь. Рома! Слава, мы готовы. Слава, смотри, главный гость Слава. Я говорю, Слава, фоткай нас. Мы его туда поставим? Нет, сейчас. Нет, надо вот от елочки. Да, маленький наверх. А правда никого еще нет. А, беги. Ты весь этот процесс. Приготовление еды. Так, это бобы. Это нут называется. А, ну, Горох. горох и изюм, да? Барбарис. А мне сказали, что это изюм замочили. Не, барбарис. Кто сказал? Специалисты. Попробовал, скажешь, что-то у вас изюм, конечно, не очень, да? Маленький какой-то. Мелковатый. А, вот именно вот так надо, да? Сверху ложить. Да, сейчас мы водой зальем. Рома, А. по-братски принеси чайник, как кипятка. Он там уже включен. Сейчас мы водой заливаем, и это называется зирвак. А, Ром, там красный перец острый и чеснок возьми. Нет. Сейчас я покажу дальше весь процесс. Это удивительное чудо. Еще зира будет туда. Зира уже кину, да? А это картошка, да? Где? Вот. Белая вот это? Но. Это морковка. Белая морковка. Что, плов с картошкой делаешь? Похоже на А картошку. что, вареники не будут? Бачок заливаем кипяточком. О, звук пошел. Казан работает, ребята. Работает ОМОН. Мастер-класс показывает. Да, он как Игорь расскажет. Он тоже так классно ходит. Лен, учись. Что ты там дым готовишь? Как красиво рассказывать. Да. Приезжает в Астану. Теперь уголок чеснока, да? Сейчас, секунду. Можно нож, а? Да. А потом давани. Нет, надо мне. И у тебя же звук у нас. Так, все, не надо, есть. Так, чтобы был у нас немножко зирвак пикантный, добавляем 2 острых перца. Самое главное, чтобы они были цельные, не лопнувшие, а то будет очень остро. Теперь чеснок. Ну, чуть-чуть надрезаем. И в зирвак. Золотые. Второй день. Золотой человек. Чесночок. Оба тебе дал в кармане. Мама будет, да? Мама будет. Чисто снизу подрезаешь, потому Да, что да. вкус подавал, да? Да. Как чеку срываешь, да? Да. Все, вот немножко надрезал. Лишний. Все. Зирвак готов. Осталось только его укрыть и забыть про него примерно на 50 минут. 50, может быть, час. Все. Пойдемте слушать песни 50 Мейрама. минут добавляем рис и ждем, когда плов будет готов. Это все включено. Игорь, ты захочешь? Серьезно? А где мой процент? Ну вот, друзья, вот 50 такой на плов 50. получился у ребят. Илюха просто обалденно. Спасибо тебе за сегодняшний плов. Спасибо тебе за то, что уделил нам столько времени, потратил своего драгоценного на приготовление этого плова. Мы до Якутска отправляем его с вами. Да, мы с собой обязательно заберем.
Завтра, да, на рыбалку. До Якутска он, конечно, не доживет. Вот. Но на завтра нам точно хватит плова, да? Там еще есть. Реально вкусно, да? Всё. Я сам, Приятного аппетита. я сам не ожидал. Первый раз приготавливал, я не знаю, как так получилось. Первый раз получилось, представляете, плов. Я вам скажу секрет маленький. Смотри. Вот этот чеснок. Концерт окончен. Красавчик. Мощно, да? Вообще. Это водка. Одна палка, два струна. Так, друзья, очередная поклевка у Романа. Сработка его жерлицы. Мирам он снимает с близкоты все. Рома машет нам. Рома нам машет. Мирам уже его посвятил, что тут его, оказывается, скрытой камерой снимают все его поклевки. Вот. От нашего зоркого глаза ничего не уйдет. Мы вчера этим неплохо промышляли. Кража чужого контента, как говорится. Что снято на мою камеру, то за кражу не считается. Так. Конечно, расстояние не близкое, друзья, но картинку я вам все равно показываю. Тащит, тащит. Килушка опять очередная. Килушка вышла. Килушка нормально. Рабочий вариант. О, Мирам машет. Ну все, ребята, молодцы. Расставили свои жерлички, дубасят, сидят. Так, а вот с этой стороны у нас Ильюха бегает, вот. И, конечно же, Семен ходит. Идет аккуратно, не спеша. Ильюха хвастается уловами, красава. 2 щук взял. Сегодня он чемпион. Ребята почти все жерлицы собрали, в общем, как и договаривались. Сейчас переезжаем на другое место.
Ну, мы с Семеном зашли в машину посидеть, погреться, да? И, собственно, ну, на ратлины здесь практически, ну, не клюет. В этом месте, а в том месте вчера еще клевало, да, маломальски. И поэтому мы сейчас туда хотим поехать. Ну что, друзья, такое бывает на рыбалке зачастую. От этого никто не застрахован. Сейчас вот Рома собирался, пока я тут сидел. До этого он бурил, все нормально. И буквально вот, наверное, на последних лунках получилось так, что он забыл свой. Уж бурил, какого бур. Вроде не до конца, говорит, но иногда бывает так, что переборщишь и вода выступает. Я тоже сам вмораживал свой бур один раз в очень толстый лед. Только там у меня была ситуация такая, что я вбурил, привязал палатку, и в палатке выступила вода, затекла в бур, и он вмерз прямо в метр. Вот. А здесь, благо, лед тонкий. И сейчас мы идем спасать бур. Сейчас 5 минут все сделаем. У тебя такое нет? Редко бывает. Вот. Но благо у него с собой пешня. Возит он пешню с собой, оказывается. Ну, это магазинская пешня, конечно. Но она тоже должна справиться при правильном использовании. Ну, так схватывается, что песня лишняя не будет. Ну да. Ром, для чего мы очки носим? Пускай, для чего такие типа модные? Блатные, потому что мы блатные. Солнце светит. Солнце в глаза светит, друзья. Снег только выпал, все белое, отражается, все блестит, бликует. Глаз очень быстро устает. Нереально. Но это не от того, что мы такие блатные же, да? Не, ну мы и блатные тоже. Ясно. Еще, да. А там уже вода прошла, что ли? Да тот лед-то тонкий совсем. Ну вот, до воды добить тогда вот. До воды. Главное, держи теперь это, чтобы не утопить. Сейчас утопим еще, да? Сначала заморозили, потом утопили. Сейчас пойдет. Вот так потихоньку идем. Не дергайся. Может сейчас провалится реально. Вот это лунка, да? Вот такой налимов так тягать надо. Вытащи его. Все. Сейчас прилипаешь, смотри, воду насыпаешь сюда. 3 секунды. Все, прилип. Ну да. Давай. Вот поэтому, друзья, мы очки носим.
Да? Да? Еще и поэтому. Итак, друзья, вот мы, в общем, приехали на вчерашнее место, наше облюбованное, как говорится, у нас говорят Абагагавацельтанрахпат, что в переводе означает где кормился, оттуда и не уйдешь, как говорится. Вот туда и возвращаешься. Слушайте, но я вам скажу так, что здесь кто-то был. Кто-то здесь рыбачил. Точно. Здесь я все Друзья, только что у Мирам сработала жерлица. Пойдемте поснимаем, как Мирам будет вытаскивать сейчас эту жерлицу. А что, этот колокольчик улетел? Да? Или ты не ставил его? А? Или ты не ставил его? Ставил, там есть. Ну давай стеки. Нет, ты вытащи. А что? Хоть почувствуй рыбу. Господи, я думаю, что тут не вытаскивал. Здесь лежит. Подожди чуть-чуть. Чё ждать? У нас обычно сразу берут и это тянут. Там нету никого. Подсеки. В смысле, кого подсекать-то? Есть? Мамочка! Да не, это маленькая. Сивушка. Какой там вообще? 900, 800. Вообще маленький. Отпускной, да. Нам освободят. Таких мелких даже не берем. Это живец для наливу. Ну да. Ровно такого же ты поймал. Держи. Все, пусть лежит. Ну вот, друзья, щука была не крупная, мелкая, как вы видели. Мирам хотел, чтобы я крупную вытащил, но крупной пока нету, друзья. Скоро вечер. Скоро вечер и вечером будет вечером крупные, так что ждем крупных. Крупный. Должен быть, да? Чувствуешь, да, ты? Да. Что, открутил, нет? Это крупный должен быть. Крутанул? Да. Вот крутанул, видишь, она сдернулась аж. Ну такой где-то за килушку. Нету там никого. Ё-моё. Вот оно. Это уже крупный. Отпусти его.
Зачем я его на живца поставлю? Его сразу самого. Еще живца. Хвост ему маленький. Сегодня у нас в гостях клевая рыбалка. Якутия. Ачоу! Ловим крупных щук. Сначала крупных окуней. Сначала крупных окуней всех нас засыпали. Сначала, да, окуня надо поймать. Живцов ловить надо. Сначала крупных окуней ловим, их ставим сюда. Потом ловим небольших щучек на них. Щучек ставим туда. И ловим крупную щуку, да? Да, сейчас я ему... Наш цель крупная щука. Сейчас смотри, раз, два, три, четыре. И на трещотку вот так поставим. Все, Чтобы она это сдергивала. все. Видишь? Ага. Трещать будет, если щука возьмет. Не, просто он не будет сдергивать. Ну, если еще и трещать будет. Я. Ну что, скажи, вот как, что, где мы сейчас находимся, что за водоем? Здесь Вову обычно. Всем здравствуйте! Мы сегодня на рыболовной базе Николаевка. Специально пробились сюда. Нам навстречу вышел дядь Виктор. И кто едет, сказал? Сказал, что едет Слава Бродников. Он сказал, он не будет ночевать в палатке. Он коттедж свой нам отдал на 3 дня бесплатно. Такой скидка. Рахмет, брат. Все классно, вообще отдохнули конкретно, да? Да, сегодня еще примем там баню и это. Да, баня. И оставим клевую рыбалку в этот. Сувениры будем оставлять там обязательно, да, сегодня. Поэтому смотрите сюжет дальше. Мы обязательно отблагодарим хозяина этого чудесного комплекса туристического. Так что, друзья, рекомендую всем. Мне очень понравилось. И здесь рыба действительно крупная есть. Я посмотрел все его фотографии, которые выловлены на этом озере. Да. Озеро огромное. Мы просто сами вот здесь вот в одном месте рыбачим, потому что вчера здесь поймали. А если так ходить, искать, можно найти. Можно. Вот я думаю, что сейчас вот где-то голубина, говорят, есть. Там есть рыба, где 15 метров. Ну, крупная щука вчера мелькнула у нас. Показала, что она тут есть. Да. И ушла. Гордо. Гордо ушла. Ну и пускай живет. Я рад. Спасибо Виктору, спасибо тебе, спасибо Семену, что вы приехали к нам. Мы... Снимаешь? Да. Спасибо Виктору, спасибо Славе, спасибо Семену, что приехали к нам. Такой праздник нам устроили. Спасибо Мираму, что пригласил, организовал все. Праздник нам тоже такой устроил. Спасибо вам, что приехали. Да. Рад встречать каждый год. Ишим Рыбалка, друзья, канал. Подписывайтесь. Осталось немного до серебряной кнопки, парню. Давайте. Всего лишь. Вчера у меня было. Так что давайте на Новый год сделаем подарок и подпишемся на Ишим Рыбалку. Так, друзья, сейчас пока нету Мирама, он ушел за кофе, сработала его жерлица. В принципе, он сам виноват в этом. Вы будете свидетелями. Настаивал, чтобы я проверил его жерлицу. Сейчас я буду проверять вот эту жерлицу. Смотрите, здесь хороший сидит, трофейный. Вот здесь сидит трофей. Вот здесь, ребят, прям хороший сидит. Давайте подождем, пусть он маленько вымотает. Маленько вымотает. Ну, такой. Чуть побольше того. Ну, наверное, кулинарный, я так думал, размер. Потому что ребята, я смотрю, брали вот наподобие таких. Вот. Здесь подшкурник сработал.
На подшкурник. Глаз набирает. На подшкурник клюнул. Ага. Так, друзья, очередная сработка у Мирама. Идем смотреть его жерлицы. Тут щучки пока небольшие клюют, но довольно азартно. Ну, здесь как будто прям резкий удар был. Резкий удар, да. От резкого удара вот так. Перекрутка бывает. Да. А есть там кто-то живет. Прям живет, Видно, да? небольшая, да. Ну там тройнички, да, у тебя? Здесь тройнички на китайцев. А вот эти на желтых подшкурники. Подшкурники ближе людям ставлю. Эти подальше, чтобы успели заглотнуть. А подшкурник не обязательно, чтобы глотал, да? Да. Покрутка. Все, крепче тянешь. Больше шансов. Все подтыкаешь. Вон на живца. Да? Неплохая. Идеально на живца. Сейчас на живца Ну, поставим. на налима. Тут же нет налимов. Налим не знаю. У нас на Ишиме их много. На крупную на крупную щуку поставим. Прямо и здесь поставим. Ну давай. Как? Хвост надо маленько подрезать тогда. Да, да. Наверное, на другую щуковку поставим. Чтобы это там тормоз здесь поставишь, чтобы лишний раз может. А там клюнуло мне сразу.